Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии действует комплекс мер поддержки для приемных семей и для снижения количества детей-сирот, проживающих в государственных организациях. Семейное устройство детей имеет очень важное значение. Именно проживание в семье дает навыки для самостоятельной жизни. О мерах поддержки приемных семей у нас в республике мы поговорим сегодня. Гостья в студии Елена Теплякова, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сколько всего приемных семей в республике и в каких районах наибольшее количество приемных семей? Да, на начало текущего года в республике действует 235 приемных семей. В них воспитывается 656 детей. Наибольшее количество у нас в районах это в Горном, Намском, Верхневилюйском, Вилюйском, Лёкминском, Хангаласском, Нерюнгринском районах и в городе Якутске. Хотела бы отметить некоторые семьи, которые у нас проживают в городе Якутске. Это семья Павловых, Оксаны Алексеевны и Алексея Ивановича. Они воспитывают 10 детей. Проценко Альбины Михайловны и Алексея Анатольевича. Они воспитывают 9 детей. Боронова Зоя Заяна Петровна 8 детей воспитывает. В Горном районе это Павлова Людмила Дмитриевна и Леонид Ильич. У них 7 детей воспитывается в семье. В Усть-Алданском районе это Босикова Сардана Николаевна воспитывает 8 детей. В Амгинском районе Устинова Нина Ильинична и Дмитрий Дмитриевич воспитывает 4 детей. В 2022 году в рамках республиканского конкурса «Семья года» была введена новая дополнительная номинация «Приемная семья». По этим номинациям, у нас присуждается премия главы в размере 300 тысяч рублей. И последние 2 года, когда она вступила в силу, 10 семей ежегодно у нас принимали участие в этом конкурсе. В 2022 году у нас победителями стали приемная семья Петрова Николая Николаевича Николаева и Татьяны Ивановны из Ильнёвского района. Они воспитывают 11 приемных детей. В 2023 году у нас победителями стали семья Ксенофонтовых Светлана Давыдовна и Владислав Владимирович из Хангаласского района, который воспитывает 5 приемных детей. Вот из той информации, которую вы озвучили, очень понятно, да, что в основном берут в семьи ни одного, ни 2 приемных детей. Очень часто сразу берут 5, 6 и более детей в одну семью. Вот какие меры поддержки у нас, да, для приемных семей действуют в республике? Да, в самом начале, конечно, это единовременная выплата при устройстве детей-сирот в семью. В среднем она составляет 33 тысячи рублей. Также ежемесячное вознаграждение приемным родителям. В среднем на первого ребенка она составляет 21 322 рубля. На второго и последующих детей 12 793 рубля. Если семья берет в семью ребенка-инвалида или подростка, то тоже есть дополнительные выплаты. Хочу привести конкретный пример расчета вознаграждения на семью из 4 приемных детей, в которой есть 1 ребенок-инвалид и 1 ребенок-подросток. Во второй зоне это на руки выплата на семью составит 56 724 рубля в месяц на этих детей. А в первой зоне это арктические районы 63 530 рублей. Это в чистом виде, тоже на руки. Также для приемных семей есть единовременная денежная выплата на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта тем приемным семьям, которые имеют 10 и более несовершеннолетних детей, а также детей до 23 лет, которые получают образование по очной форме обучения, то семья имеет право на получение выплаты на приобретение транспортного средства на основании социального контракта. Это чуть менее 900 тысяч рублей на семью. Также в рамках Земельного кодекса республики, статья 24.1, приемная семья в рамках заключенного договора о приемной семье может получить земельный участок. Сначала на условиях аренды. Если семья в течение 3 лет осваивает этот земельный участок, это садоводство, огородничество, дачный участок или строительство дома, то этот участок может быть потом передан этой приемной семье на безвозмездной основе в постоянное пользование. Также с 1 января 2024 года выплаты на детей уже, это вознаграждение родителей, это отдельно выплата. Выплата уже на самого ребенка доведена до величины прожиточного минимума в текущем году. Также размер составляет по 2 зонам. В арктических районах это первая зона 27 847 рублей в месяц на одного ребенка. Вторая зона это 23 325 рублей. Также дети, которые находятся под опекой, имеют ежегодное право на
значит, получение оздоровления в организациях отдыха, значит, и, соответственно, оплата проезда тоже осуществляется ежегодно. А вот можно ли получить компенсацию расходов на путевки, да, вот, и проезд к месту отдыха и обратно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях? Да, вот в 2021 году такая норма была также введена. То есть раньше это было возможно, ну, вот это оздоровление отдыха, организация отдыха и оздоровление детей осуществляется в муниципальном образовании в централизованном порядке. А в 2021 году, если родители приемные самостоятельно принимают решение приобрести путевку, то они могут получить компенсацию стоимости этой путевки и проезда. Но тут надо понимать, насколько вот та организация отдыха, оздоровления или санаторно-курортная организация, значит, попадает под эти критерии. То есть должно быть показания на санаторно-курортное лечение, должна быть лицензия. Ну, нужно посоветоваться в органе опеки, чтобы потом не было вопросов, что компенсация не предоставлена. Да? Ну, обратиться в управление соцзащиты уже за компенсацией в течение 3 месяцев после того, как отдых свой завершила семья. Вот какие меры поддержки для приемных семей предоставляют органы местного самоуправления? Да, у нас есть примеры, когда муниципальное образование сами принимает решение о предоставлении тех или иных мер поддержки. Но обозначу 2 муниципальных образования, скажем так, это Ленский район и, значит, Нюрбинский район. В Ленском районе 1 раз в 2 года, значит, за счет муниципального бюджета оплачивается стоимость путевки отдыха или лечения приемного родителя и стоимости проезда 1 раз в 2 года. У нас на сегодня, значит, такая выплата представляется только на детей. Что касается Нюрбинского района, у них 2 меры поддержки предусмотрено. Единовременная выплата приемной семье в размере 100 тысяч рублей, когда семья принимает ребенка, значит, 3-го или 4-го ребенка в семью. Это вот единовременная выплата. И учрежден нагрудный знак «Доброе сердце», когда приемная семья воспитывает 5 приемных детей. Вот такая награда тоже есть у нас. Вот, да, представим такую ситуацию, да, если вдруг семья взяла несколько детей, да, приемных, свою семью, и они начинают испытывать какие-то трудности, да, в воспитании. Вот куда они могут обратиться за помощью? Да, такие трудности могут быть в любой семье. Да. У нас сеть учреждений, которые находятся в ведении Министерства труда, она достаточно обширная, охватывает все муниципальные образования, но различного типа, скажем так, охват. Есть у нас управление социальной защиты, есть комплексные центры социальной защиты, есть социально-реабилитационные центры, есть центры содействия семейному воспитанию. Вот эти учреждения как раз-таки имеют в своем штате квалифицированных работников. Это социальные педагоги, психологи, специалисты по социальной работе. И любая семья, в том числе приемная, может обратиться с решением той или иной проблемы. Также органы опеки могут направить семью, если, значит, есть такая необходимость, и получить вот эту помощь по решению проблемы в семье, которая, ну, в любом случае может быть в каждой семье. Это и родительско-детские отношения, и проблемы у школьников в школе и так далее. То есть любые вопросы можно будет решить на уровне наших подведомственных учреждений. А вообще, как стать приемным родителем? Что для этого нужно? Ну, самое главное – желание. Самое главное желание, но есть, конечно, определенный перечень документов, по которым можно, значит, получить заключение органа опеки, значит, положительное о том, что можно стать приемным родителем. Но особые моменты – это, конечно, необходимо пройти школу приемных родителей. Эта школа дает понимание самим родителям, насколько они готовы стать приемными. Есть случаи, которые показывают, когда школу родители не могут пройти, они понимают, что пока еще не готовы. То есть это вот очень важное направление. В каждом районе тоже представлена эта услуга, она безвозмездная. Также органы опеки выходят в семью, проверяют жилищно-бытовые условия. Ну, мы должны понимать, где будут дети наши жить. Потом, значит, ну, вообще, значит, общаются с самими родителями, смотрят их мотивацию, насколько они готовы действительно принять ребенка в семью, и выдают заключение. Положительное заключение, оно действует 2 года, и в течение 2 лет, имея это заключение, родители могут найти себе детей. Конечно, бывают и отказы, но эти отказы можно также в судебном порядке оспорить. Самая главная информация, конечно, у нас на сайте усыновите.ру, там, где размещена информация по детям, которые нуждаются в устройстве в семье, ну и через органы опеки, конечно. Прежде всего, необходимо обратиться в органы опеки по месту жительства.
Вот предлагаю затронуть цифры прошлого года, да, вот сколько детей устроено в замещающие семьи в 2023 году. Вообще у нас в целом в банке данных по республике состоит 415 детей, которые нуждаются в семье. В прошлом году 142 ребенка было устроено в семьи. Это чуть больше, что нас очень радует. По сравнению с 2022 годом, тогда мы, значит, устроили 127 детей. Также в этом банке данных есть родители, которые желают стать приемными родителями, либо, значит, принять ребенка в семью. Таких у нас 139 граждан. Из них есть, конечно, и супружеские пары, есть и родители, которые, ну, одинокие родители тоже. Мгм. Вот какие решения приняты в республике, да, в целом для сокращения численности детей в организациях для детей-сирот? Да, в рамках стратегического указа главы республики по борьбе с бедностью есть это очень важное направление по профилактике социального сиротства, которое прежде всего направлено на устранение рисков возникновения бедности. Мы понимаем, что все-таки дети должны воспитываться в семьях. Как вы уже сказали, навыки, значит, самостоятельной жизни прежде всего они даются в семьях. Главой республики перед нами поставлена задача сокращения детей, которые проживают в организациях за 5 лет в 3 раза. 3 раза. Вот достаточно уже много было принято мер, значит, в поддержку самих приемных родителей. Выплаты на детей мы подняли, как я уже сказала, до увеличенной прожиточной минимума. Но на этом мы не останавливаемся. У нас вот эта серьезная задача стоит. Поэтому меры поддержки именно приемных родителей будут совершенствоваться. Ну, конечно, прежде всего в интересах самих детей. Мгм. Ну, конечно, цель амбициозная — сократить в 3 раза число детей-сирот. Да. Конечно же, желаю достижения этой цели. Елена Юрьевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.